Добрый вечер. На часах 19:30, а значит, самое время обсудить интересные новости. И с вами, и в студии Георгий Каркузаев. И Карина Тамаева. Но начнем мы сегодня с праздников. Сегодня отмечается Всемирный день философии. Георгий, твой выход. Я всю жизнь этого ждал. Пожалуйста. И первое. Давай. Советы мы принимаем каплями, а раздаем ведрами. Ого! Я под впечатлением. Жизнь очень проста, но мы настойчиво ее усложняем. Это вторая моя заветная. Ты прям философ. У меня их еще больше. Ты философ, давай. И надо было записывать, уж прости. Давай. В маршрутке садись спереди, так быстрее доедешь. Хорошо, давай дальше. Что у тебя еще есть? Ну и последнее, вернее, не последнее, но не буду тебя сильно мучить, у нас еще весь эфир впереди. Да. Запомни, что всего одна ошибка, и ты ошибся. Георгий, таких цитат у меня тоже очень много. Вот, например, работа не волк, никто не волк, только волк, Георгий. Но это очень-очень похоже на шуточные фразы Стейтхэма, Джейсона Стейтхэма. Вот это его. точно его фраза? Да, ну смотри, с другой стороны, как звучит, да? А еще тут главное, чтобы мы сегодня начали, потому что работа может и не волк, а вот эфирное время может и убежать. Мы можем увлечься. Да. Хорошо, Карин, вот скажи, ты говоришь на родном языке? Говорю, конечно. Может быть, и не так, как наши коллеги, которые вещают на осетинском языке, но, знаешь, немного практики и тоже смогу. Ну, я думаю, что на самом деле каждый человек может выучить язык. Да, бывают случаи, когда на это требуется намного больше времени, но в целом еще одна цитата, что упорство и труд все перетрут. Тогда моя новость точно тебе понравится. В Осетии начнут работу по цифровизации осетинского языка. Он появится на разных сервисах. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава республики Сергей Миняйло. Он подчеркнул, что суть программы – сделать осетинский язык и его диалекты видимыми и слышимыми в цифровых сервисах. Знаешь, мне нравится, как это все звучит, а в каком формате это будет работать? А вот об этом, Георгий, тебе расскажет наш сегодняшний гость, человек, который будет курировать проект. С нами в студии Александр Нартиков, советник главы Республики Северная Осетия Алания по цифровизации осетинского языка. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите нам о проекте. Мы читали, мы вникали, но хочется услышать от вас, кто в команде проекта, про что в целом сам проект, как он будет реализовываться. Вам слово. Ну, в первую очередь, этот проект связан с тем, чтобы сформировать так называемый корпус языка. Корпус языка – это та база, из которой можно восстановить язык, если на нем уже никто не говорит. Такие корпуса есть и в русского языка, и английского. Вот. И такой корпус используется для того, чтобы обучить искусственный интеллект говорить на том или ином языке. Вот Северная Осетия стартовала этот проект пару лет назад на факультете осетинской филологии. Результатом этой деятельности был такой, скажем так, начальный корпус осетинского языка, это 100 тысяч фраз. Чтобы оценить объем, скажу, что, допустим, в «Войне и мир» всего 35 тысяч предложений. А здесь нужно было 100 тысяч. И вот результатом этой деятельности стало появление в сервисе Яндекс.Переводчик как раз осетинского языка. Яндекс.Переводчики, Google.Переводчики. Но качество этого перевода оставляет желать лучшего. И это связано с тем, что корпус неполноценен. И сейчас мы будем переходить к такому большому, значимому этапу, когда нам необходимо будет сформировать корпус в 1 миллион-1,5 миллиона фраз, предложений. Вот. И тогда искусственный интеллект заговорит по-осетински хорошо. А как вы их будете внедрять? Да? Вы их прописываете сами? Нет, мы не сами. Это дело
связано с экспертизой лингвистической. Поэтому в этот проект будут подключены достаточно большое количество переводчиков, экспертов-лингвистов, которые будут модерировать эти переводы. Плюс этот проект будет доступен для того, чтобы общественность могла следить за переводами, может быть, находить какие-то ошибки, вносить предложения. Для этого создан фонд цифрового развития осетинского языка, некоммерческая организация, которая будет в том числе и получать, скажем так, собирать, назовем это так, пожертвования на то, чтобы развивать этот проект. И вот здесь глава отмечает ключевой момент – это прозрачность процесса. Поэтому фонд уже реализовал платформу, которая будет доступна через интернет для работы и наблюдения за этим процессом. В ближайшие, давайте так, в первых числах следующего месяца весь этот проект в подробностях будет представлен. Вот, и мы сможем наблюдать. Сможем узнать детали, тонкости этого процесса. Но сейчас уже можно говорить о том, что процесс будет абсолютно прозрачен. В этот процесс будут вовлекаться все больше и больше граждан, специалистов, экспертов. Вот корпус языка – это первый этап. Но в этом процессе есть еще такое понятие, как синтез речи. Это вот как Алиса говорит по-русски. Умная колонка. Умная колонка, да. Вот также нужно определить, во-первых, этот голос, который нужно записывать студийно для того, чтобы в дальнейшем синтезировалась речь. Вот. Наверное, мы проведем и конкурс по этому поводу. Вот. Ну и последнее – это понимание речи устной. То есть нужно будет собрать много сэмплов, примеров, когда люди наговаривают. Это тоже масштабная история, в которую мы будем вовлекать сообщество, граждан. И тогда мы научим в том числе искусственный интеллект и понимать осетинскую речь. То есть вот особенности произношения, разновидности этого произношения. Здесь в понимании не только говор или там особенности какие-то, но еще и важно, чтобы это была не студийная запись, это помехи, уличный шум и так далее. Кто-то может кашлять в этот момент, чтобы искусственный интеллект понимал речь хорошо в любых условиях. Различал. Да. Вы сказали чуть ранее о пожертвованиях. Да. Это не равно инвесторы? Равно. Это в том числе и равно. Когда этот проект вышел на масштаб, ну, представьте, что одно предложение может стоить там 30 рублей, когда специалист его переводит. И нам нужно перевести 1,5 миллиона предложений. Понятно, что это много. И здесь мы говорили с неравнодушными людьми, которые готовы помогать этому проекту. То есть это не бюджетные деньги, это не федеральные средства. Это вот люди, которые хотят помочь, они готовы собраться, скооперироваться и реализовать этот проект. У нас есть некоторые договоренности и с крупными организациями, и просто с частными физлицами, которые готовы стать рядом, помочь этому проекту, возможно, даже и не деньгами, а своей работой. Вот говоря о том, что это будет по такому же принципу, как та же Алиса работать, и уже внедряется в переводчики Яндекса, в Google, можем ли мы говорить, что в дальнейшем осетинский язык можно будет интегрировать в интерфейс либо приложений отдельных, либо в социальных сетей? Причем вот всем известным социальным сетям. Да, смотрите, с нами обсуждает эту возможность, например, тот же Сбербанк, Сбер. У них есть искусственный интеллект GigaChat, они хотят научить его этому, а значит, все сервисы, которые связаны с этим процессом и которые принадлежат Сбербанку, они, в принципе, гипотетически могут уже работать с осетинским языком. Можно в
социальные сети добавлять. Но самое главное, чего мы хотим добиться в этой работе, это организовать такие сервисы, свои собственные, республиканские, чтобы у нас в республике был сервис-переводчик, который не зависит от никаких коммерческих организаций. Да, понятное дело, что когда такой сервис, когда язык встроен в такой сервис, как Яндекс, это удобно. Мы заходим в браузер Яндекс, открываем видео на языке, на китайском, на английском, на немецком и слушаем дублирование на остинском. Это удобно, это хорошо, но есть много задач, которые хотелось бы реализовать внутри республики и не зависеть от коммерческих организаций. Есть большие фонды, например, которыми мы обладаем, их можно переводить. Есть задачи по организации образовательных платформ, на которых искусственный интеллект помогает людям изучать язык, вот, проверяет его домашнюю работу и так далее. То есть в теории и навигаторы даже можно будет научить, подсказывать им. Да, самое главное, что если мы сформируем такие компетенции и базу в нашей республике, то это будет достоянием республики. И, конечно, все идеи, стартапы, как их сегодня называют, они могут пользоваться этими наработками абсолютно свободно. Чуть ранее вы еще говорили про нейросеть GigaChat, да? Имеется в виду, чтобы если ему задавали вопрос на осетинском языке, он понимал? Да. Вот этот процесс. Да, все так. Как будто бы масштабная работа, как будто бы она требует не просто концентрации одного человека, но большой-большой команды. И как и люди, которые разбираются в программных и технических моментах, и люди, которые хорошо владеют осетинским языком. Да, все верно. Есть категории специалистов, которых нужно привлекать к этому проекту. Самая объемная, скажем так, работа в этом процессе — это все-таки переводы. И здесь, если мы говорим о каких-то внешних сервисах, то, возможно, так как это коммерческие организации и так далее, возможно, там может появиться литературный осетинский. Но когда мы говорим о реализации сервисов здесь, то мы здесь можем это делать в параллель на разные диалекты, без проблем. Это все предусмотрено, мы это заложили в этот проект. Вот вы сказали о диалектах. Я еще об этом подумала, когда вы рассказывали про то, что надо будет записывать голоса, говор на улице, где-то в живых пространствах, не в студии. И это же не только осетинское, не иронский, а тигорский и так далее. Да. То есть это вот такая полноценная работа, и все три диалекта будут отдельно записываться. Да, у нас два диалекта, есть говоры, да. Но да, это надо делать в параллели. То есть и это требование для той платформы, которую реализует фонд, чтобы такая функциональная возможность у специалистов была. Такой вопрос. Как вам кажется, вот создание такой необходимость цифровой трансформации, она появилась сейчас или были предпосылки давно? Они были. Сейчас мы подошли к тому моменту, когда, во-первых, технологии выросли, сейчас это стало доступно, плюс президент говорит о сохранении языков малых народов России. То есть он запустил этот процесс активно, и глава поддерживает, и считает этот проект очень важным, и держит этот проект под своим контролем. Поэтому мне кажется, что сейчас то время, когда этот проект стал доступным для республики, скажем так.
с минимальными, скажем так, трудозатратами. Такое. Мы все увидим, я правильно понимаю, в ближайшее время? В социальных сетях нам надо просто наблюдать и следить, и вся информация будет. Готовятся какие-то детали, чистится сервис. В общем, в первых числах, я думаю, следующего месяца мы узнаем все детали, откроем их и призовем граждан, которые могут в этом процессе поучаствовать, быть полезными, конечно, присоединиться к проекту. Проект будет, еще раз говорю, и это особенно отмечает глава, должен быть максимально прозрачным, и этому уделяется особое внимание. Вот. Я уже думаю просто, как я могу помочь. Но я подумаю, когда я придумаю, я обязательно тоже там оставлю заявку, наверное. Ваш голос выберут. Ой, мой голос. Ну, тогда мне надо будет прям очень постараться. Хотя я и говорю на осетинском, но мало ли, вот, какие-нибудь сложные слова придумаете, скажете. Александр, мы вас в любом случае благодарим. Мы рады, что вы к нам сегодня пришли. И я думаю, что мы еще не раз об этом будем говорить, тем более потом, после уже запуска. Я думаю, нам будет что обсудить. Я надеюсь, вы поможете развитию этого языка своим информированием населения. Мы все сделаем. Спасибо большое. Спасибо. Ну а сейчас реклама на телеканале. Оставайтесь с нами. Карин, вот скажи, что, на твой взгляд, составляет настоящий образ республики, будь то наш, вот, любой другой, потому что мы привыкли судить по тому или иному, вот, о том или ином месте по каким-то базовым атрибутам. Например? По природе, по достопримечательностям. Но все же кажется, что настоящий образ формирует вот нечто другое. Георгий, я понимаю, о чем ты говоришь и что ты имеешь в виду, ведь никакие, мне кажется, достопримечательности, природные ландшафты, они не были бы так интересны и теплы, да, если бы не люди, которые составляют и формируют общую картину и, опять-таки же, да, атмосферу того или иного места. И вот как раз об истории таких людей был снят фильм «Там, где наш дом», Северная Осетия. Это лента, которую уже оценили в Кремле, а теперь увидят и жители нашей республики. Да, и это не просто сборник сюжетов, это глубокие истории людей, влюбленных в свое место, в свой родной край, в свою землю. И я предлагаю не томить и узнать больше о том, как создавался этот уникальный проект. И у нас в гостях один из режиссеров фильма Суслан Чехоев. Добрый вечер. Добрый вечер. Суслан, мы вас рады видеть. И первое, с чего хочется начать, расскажите, как родилась идея создания такой картины. Показать Осетию через таких разных, но преданных родине и увлеченных своей деятельностью людей. Идея началась еще, наверное, задатки были в 2018 году. Один из режиссеров, мой друг, приехал сюда и у меня гостевал. Гостил, и мы хотели снять документалку про людей, которые живут как бы вне социума, вне общества. И был один такой Георгий Калаев, мы к нему поехали в Дегорское ущелье, в Галиат. И он отказался сниматься, но мы очень сильно прониклись. Ну, я-то как бы местный, но вот мой друг Владимир Тарасов очень сильно проникся. А он откуда? Из Сибири. Вот. И мы с ним пообщались. После этого он уехал. И мы развивались каждый в своем пути. И после этого, когда первые две части уже были отсняты там, где наш дом, то есть один про Сибирь, второй про Хакасию, он предложил мне снять именно в Северной Осетии, потому что как бы он здесь побывал, он видел, какой мы самобытный народ, как здесь люди живут, ему сильно понравилось. Вот. Извини, Георгий, а что его зацепило? Вот вы говорите, ему сильно понравилось. Что его привлекло? Потому что мы в первую очередь поехали
к отшельнику, который достаточно много вообще знал про наш народ и рассказывал нам, и плюс он жил очень нетипично. Вот. Второе — это как бы традиции, которые он здесь увидел, тоже сильно запали ему в душу. Вот. И как бы после этого мне пришло это предложение, и мы начали это делать. А как вы выбрали героев уже для, получается, готовой картины? Это, мы напомним, Да. Алан Байсангуров и Валерий Датиев, которые восстанавливают в высокогорном селе Дунта популяцию яков. Ну и также вот других актеров. Это, Может быть, Суслан нам про них да, расскажет. вот в целом, как они выбирались, почему именно история этих людей? В первую очередь я хотел показать какую-то, наверное, традиционность и искал в этом направлении. И наткнулся на статью про Алана Байсангурова и заинтересовался. Я вообще не знал, что у нас яки водятся. Вообще я их никогда не видел в горах. И как бы один из героев был Алан Байсангуров, а второй, я подумал, нужно показать именно творческую сторону тоже. И это был Заур Тидеев. Я его уже знал до этого и знал, что он делает. Он там снимал голливудских актеров, разных артистов, но при этом он очень был зациклен на горцах, которые у нас живут. Вот. Также Артур Хатагов, тоже на всю Россию известный актер, и Лейла Тиблоева. О том, как они начинали с конного театра, и сейчас у них есть маленький камерный театр. Вот. И также Махконт, которые тоже прогремели, можно сказать, на Россию, потому что их арт-объекты можно видеть и в Москве, и в Осетии, и вообще по России. Вот. А Валерий Датиев, он появился буквально за неделю до съемок. Это второй герой, который вместе с Аланом Байсангуровым в фильме. И когда я его первый раз увидел, я его увидел именно там, когда уже приехал к Алану. Я в шоке был, он прям очень выглядит необычно, аутентично. И я его резко добавил в сценарий. Вот. Суслан, я думаю, что самое время нам посмотреть ваш трейлер, чтобы и мы, и зрители прониклись атмосферой. Люди стали хотеть шепотом поговорить. Как будто бы не нужно докричаться. Сохранить в себе лицо, достоинство, которое было у наших предков и остается у нас. И в то же время в современном мире мне тоже надо жить. Вот хочется узнать, как сами герои отреагировали на картину, когда ее уже посмотрели. И кто посмотрел? Все ли посмотрели? Вот, кстати, интересно. Нет, посмотрел только Заур Тидеев. Вот, и он отреагировал именно по-астински, можно сказать. Конечно. Тенгда сос. Вот он так сказал. Да, и как бы остальные вот как раз ждут именно премьеры и посмотрят ее. Навряд ли мне показалось, вот в одной из сцен снимались вы сами. Да. Как так случилось? Потому что я был единственный астин, который был помладше. А нам в сцене именно нужен был как младший, именно по традициям это. А остальные с команды, они были из Сибири, из Черкесска, из Кабардино-Балкарии, из Москвы. И поэтому я единственный, кто мог как-то с этим помочь.
Вот. И поэтому мне пришлось... И я не следил в тот момент именно, что происходит в кадре. Получается, для вас это был некий такой сюрприз уже потом. Да. Скажите, благодаря чему удалось реализовать такой проект? То есть поддержка была, расскажите, с каких сторон? И мы знаем, что содействие оказал также фонд поддержки регионального кинематографа. Да, в фонд поддержки регионального кинематографа мы первый раз подавались, когда к ним мы проиграли. И прошел год, второй раз опять подались и выиграли. Мне приходит звонок, что все, нам нужно снимать, и в течение года это все сделать. Вот и как раз тогда и был поиск всего этого, и команды, и всего вообще. Два режиссера, которые вместе со мной, это Владимир Тарасов и Дмитрий Квашнин, они как раз и авторы этого проекта, они его придумали. Вот. И также еще школа креативных индустрий города Черкесск. Они тоже оказали большую поддержку. Вот тут же, наверное, и хочется поговорить про то, что у вас была работа в межрегиональной команде. То есть это не только, точнее, из Осетии были только вы. Да. Можно сказать международная, потому что были еще и казахи. Вот, из Казахстана, которые нам со звуком помогали. Что привнесли все эти люди вот, в итоговый результат? Каждый из них явно внес что-то свое. Может быть, они по-другому видели Осетию? Каждый, да, по-другому видел, и поэтому вы можете это оценить, посмотрев, например, мои новеллы, которые... про Алана Байсангурова и Заура Тидеева и остальные. Но в целом, я считаю, мы показали общий дух, который присущ именно Осетии. Вот. Как-то так. А были какие-то, может быть, сложности или вызовы как раз при работе и в такой международной команде? И в целом в процессе съемки этого фильма? Может быть, пришлось с чем-то столкнуться, какие-то трудности перейти? Да, когда, во-первых, каждую новеллу мы снимали 3 дня. И это на самом деле очень сложно снять именно фильм. У нас 4 новеллы, которые идут по 20 минут. И их нужно снять за 3 дня. И вот, когда мы уже снимали в горах именно с Аланом Байсангуровым, у Алана есть лошади, кони. И именно в этот момент он их отпустил именно гулять как бы в дикий мир. И они одичали. Их нужно было поймать. А у нас уже съемка как бы на следующий день должна быть. В итоге мы их начали искать и нигде их не видели там. Мы поднялись прямо на 3 горы, пока вот первая гора, потом еще выше, и 3-я еще выше, и там за горизонтом уже стемнело, и эти лошади пасутся. И мы обрадовались, в итоге начали к ним как-то подходить медленно, чтобы завлечь их, может, едой, чем-то. И по итогу они от нас убегали. Уже вообще кромешная тьма. Наш помощник по административной части вообще порезался об какие-то стекла там. В общем, мы всю ночь их пытались поймать, так и не поймали. На следующее утро, в 7 утра, мы просыпаемся и видим, что они пасутся именно на таком старом заброшенном кладбище, где как бы огражден забор. Соответственно, у них есть только 2 выхода, как бы с одной стороны и с другой. Мы их перекрыли, ловили их где-то 1,5 часа, в итоге поймали их. Но это еще не все. Валера своего коня как бы взял, увез к себе и все привязал. А у Алана этот конь опять вырвался. И нам уже там через 2 часа это все снимать. По итогу Валера и Алан поймали этого коня и как бы благополучно уже их запрягли, и все нормально. Но
вот как раз в ночь, когда наш сокомандник порезался, Тимур Багов, один из продюсеров, говорит, он кабардинец, по-моему, горы нас не принимают. Я говорю, да, по-моему, есть такое. И я говорю, а что ты предлагаешь? И он отвечает, нужно барана как бы в жертву принести. И мы реально принесли в жертву барана, и все, хорошо стало. Вот Да, видите. в этом есть... Да. Про локации для съемок понятно, что надо посмотреть весь фильм полностью, чтобы до конца понять, но все же, вот вы выбирали локации для съемок, как-то это особенно происходило? Вы, может быть, сами ездили, вы смотрели, вы точно знали, что вот здесь я обязательно буду снимать? Да, мы заранее ездили для каждой новеллы отдельно. Пока в Дегорское ущелье приехали, но мы отталкивались от того, где вообще бывают. Это же все-таки документальный проект. И от настоящих именно локаций мы ничего там не привносили такого именно. Не меняли? Да, не меняли. И мы отталкивались от того, где живут эти люди, где они обычно бывают, где, например, эти яки пасутся, или где эти арт-объекты Махконда стоят. Вот. Но вот работа про Заура Тидеева, она более художественная, и там, конечно, очень много локаций, и мы их прям подбирали, исходя из идей. Суслан, работаем сегодня в режиме прямого эфира, времени не так много, но все же давайте еще раз напомним нашим зрителям, где и когда они смогут, и сколько будет стоить, самое главное, да, вот входной билет на показ фильма. В пятницу, 27 числа в 15:00 в концертном зале СОГУ будет премьера, бесплатная абсолютно. Ну, а те, кто, например, не сможет прийти, то будет в прокате в кинотеатрах нашего города. Все, отлично. 28 ноября, следующая пятница. 27-го. Ой, 28-го, да. Пятница. Да. Все, 28 числа. Отлично. Я думаю, что надо посмотреть. Такое событие нельзя будет пропустить. Вас мы сегодня благодарим за то, что вы к нам пришли, рассказали, поделились. Спасибо. Да. Спасибо. Потом еще будем и в соцсетях смотреть, и обсуждать. Огромное вам спасибо. Да. И удачи вам. Спасибо. Ну а пока реклама на телеканале. Оставайтесь с нами. Реклама прошла быстро, а мы снова с вами. Георг, ну ты же знаешь, что у меня с юмором плохо. Да, не. Но все-таки я сейчас попробую пошутить. Вот смотри, пока я буду рассказывать нашим зрителям, я хочу, чтобы ты посмотрел на прогноз погоды. Я открыла его тебе заранее, и он на ближайшую неделю. Зима в 2025-2026 году, то есть вот сейчас, которая настанет, в России может стать самой холодной за 250 лет. Синоптики ожидают аномальные морозы и рекордный снегопад по всей стране. Ты посмотрел, да, прогноз погоды? Ну, это хорошо. Тем временем у нас почти лето. Карин, ну знаешь, это так себе шутка, если честно. Ну, мне было смешно. Может, тебе не смешно, мне было смешно. Ты не забывай, что все-таки глобальное потепление, там, а еще плюс ко всему мы живем на юге России, находимся. И я, знаешь, сомневаюсь, что это нас сильно коснется. И если так, то я буду только рада, потому что я не люблю холод. Мне, пожалуйста, подавай круглогодично солнце. И Так, плюс 20. Карин, вот пока ты о погоде будешь думать, я тебе лучше расскажу кое-что другое, что-то такое интересное, полезное. То, что в Национальной научной библиотеке состоялось мероприятие, которое посвящено вовлечению молодежи в промышленность. И встречу провели в рамках технофорума «Артпром», который входит в перечень мероприятий Международного фестиваля научно-технического творчества «От винта». В Северной Осетии его реализовали впервые, и основная цель – это привлечь молодежь в современную инновационную среду.
Вот такие Георгий, вот новости. мне кажется, вот ты мне рассказал, и тут мы не обойдемся без помощи экспертов, и я предлагаю поговорить со спикерами. У нас сегодня в гостях Наталья Пехтерева, заместитель министра промышленности и инвестиций Республики Северная Осетия Алания, и Даяна Дряева, сотрудник отдела гражданских отраслей промышленности и народных художественных промыслов Министерства промышленности и инвестиций Республики Северная Осетия Алания. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы Рады вас видеть рады. вас. Это взаимно, это взаимно. Расскажите нам о встрече. Наверное, начнем со встречи, как она прошла и вообще, как зарождался вот сам проект. Мы с Георгием еще до эфира тоже обсуждали, и вот нас сильно заинтересовал и фестиваль от винта, и сам проект. Вот вы нам разграничите, пожалуйста, как это изначально случилось. Ну, изначально случилось это как? Сейчас Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, ну, как, в принципе, и другие федеральные ведомства, особенно которые работают в производственной сфере, серьезно озабочены решением кадровой проблемы. И, конечно же, повышение престижа производственных профессий сейчас основополагающая задача. Есть и национальный проект «Кадры», и все это звенья одной цепи на самом деле. И вот этот вот международный фестиваль, как вы сказали, именно от винта, он уже реализуется достаточно много лет под эгидой Министерства промышленности и торговли. Происходят различные мероприятия под эгидой именно вот этого вот фестиваля тоже. Допустим, мы провели перед юбилеем Великой Победы, мы провели тоже в Национальной библиотеке, именно вот в разрезе именно этого фестиваля. Тоже у них был такой подраздел «Инженеры Победы». И мы рассказывали тоже молодежи с приглашением представителей наших предприятий, которые работали в годы войны. Молодежи рассказывали именно о том, как работали предприятия. Это было тоже очень интересно. Молодежи, школьники были, именно не студенты, им очень понравилось. И многим другим, кто присутствовал именно. Это вот такие темы, которые различными способами привлекает сейчас государство, именно молодежь, чтобы дети видели, что предприятия работают. Форум «Артпром». Да. Это тоже родилось совсем недавно. Практически в прошлом году тоже такая идея именно пришла. И в регионах сейчас именно проходили этапы вот этого форума «Артпром» именно. Что это из себя представляет? Это различные тоже темы. Это видеопром, это мультпром, это аудиопром, это художественный пром. То есть много чего именно, где можно было бы участвовать. Но наши сотрудники, мы обсудили, как это, и выбрали вот ту встречу, вот такой именно был формат, как вот было в нацбиблиотеке, то, что вы рассказали. То есть тут вы, когда вы рассказали про разные, вы их назвали арт-пром, видеопром. В рамках арт-прома именно, вот у них прям структура. Есть видеопром, мультпром, художественный пром, то есть различные именно подразделы, которые можно было бы выбрать на самом деле и идти в этом направлении, что-то именно реализовывать. Мероприятия именно вот этого контекста. Допустим, вот в каком-то регионе, допустим, Ульяновской области, они сняли мультфильм, назвали его «Улетная история», то есть о производстве самолетов. Тоже дети снимали, молодежь снимала где-то что-то именно. То есть различные были форматы в разных регионах. Даяна, с вами поговорим. Расскажите подробнее, как Артпром, вот он направлен на популяризацию достижений науки и технологий через искусство, дизайн, анимацию, видео и медиаактивности в сфере промышленности. Как вы отразили эти направления во время встречи, во время этого проекта? Из выбранных направлений мы остановились на создании видеоролика. И на самом мероприятии мы презентовали нашу презентацию, которая подробно рассказывала о предприятиях, которые существуют на данное время, и о предприятиях, с которых, в общем, зародилась история промышленности. Также помимо презентации видеоряда у нас была зона, на которой находились каталоги наших предприятий и также книги, которые рассказывали об исторических предприятиях промышленности. Вот так. Вот, Наталья Владимировна,
Хотелось бы еще о самой встрече поговорить. В целом, как все прошло? Какие впечатления остались у участников, у вас? Все ли в целом задуманное удалось воплотить? Да, для первого раза это был такой интересный именно опыт, потому что это были студенты различных техникумов, именно тоже производственной сферы, которым было интересно увидеть, во-первых, видеоряд, презентацию подготовленную, а еще была же встреча с представителями именно сотрудников предприятий промышленности, именно тоже таких успешных инновационных предприятий. Не буду говорить название, но это было по производству предприятия модульных домов и предприятий тоже современное по производству железобетонных конструкций. И это были тоже молодые специалисты с этих организаций, которые рассказывали о своем пути именно. Был живой диалог вместе со студентами именно, то есть обсуждались какие-то именно моменты, обсуждались именно вопросы животрепещущие и для промышленной сферы, и для студентов тоже именно, потому что представители предприятий еще раз обозначили, что сейчас острейший кадровый голод на самом деле, и говорили, с удовольствием ждем вас в любом качестве, как экскурсантов, как тех, кто придет стажерами, то есть было вот в таком именно ключе. Получилось... Чуть тавтология у меня не случилась. То есть это профориентационная даже встреча. Однозначно. Это была которую, если повторять, да, допустим, и ознакомительная именно встреча. То есть это было и живое общение, и в то же время это был на самом деле видеоролик именно. То есть много и какие-то современные именно моменты, и в то же время исторические предприятия наши были именно показаны, то есть тех, которых даже не существует. То есть было знакомство с историей промышленности и с тем, что происходит сейчас. О чем говорили спикеры, приглашенные? Ну, вот как я сказала, они рассказывали именно о своих предприятиях, о своей работе, о том, как они пришли на предприятие, о том, как важно на самом деле для студентов останавливаться на каком-то выборе и как важно не бояться идти в промышленность, именно в производственную сферу, где ты можешь реализовать свои самые креативные способности, на самом деле, создавая какое-то оборудование, на самом деле, как правильно сказал один из представителей предприятий, что на самом деле даже народные художественные промыслы, ремесло любое, это тоже производство. Начните с чего-то, а потом можете работать где угодно в производственной сфере. Такой, получается, переплетение творчества и умелых рук. Ну да, но промышленность это и есть на самом деле тоже и творчество однозначно. Даяна, вас хочется спросить. Мы видели чуть ранее на экране нашем видеоролик, который вы готовили, про который вы рассказывали. Вообще сложно его было снимать? То есть там несколько явно предприятий было. Смотрите, нам поступило поручение от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и из перечисленных направлений мы выбрали видео ряд, и мы согласовали с предприятиями дни, в которые мы приходили к ним, записывали эти видеоролики, также согласовали вопросы, на которые они отвечали. Не чтобы скучно было, наоборот, чтобы интересно было, допустим, какая у вас заработная плата и так далее, а делились они опытом, и у нас такой интересный очень получился опыт. Участники, наверное, сильно интересовались заработной платой. Было. Когда был открытый диалог, они интересовались. Вот, Наталья Владимировна, вы уже сказали о том, что представители предприятий, они обозначили то, что у них есть действительно кадровый голод, то, что они заинтересованы в том, чтобы к ним приходили люди. Есть ли примеры, когда вот после этих встреч кто-то реально из ребят уже пошел, там, может быть, стажироваться вот сейчас, да, на предприятие? Ну вот смотрите, сейчас это же был первый опыт, это была первая встреча именно вот в рамках именно фестиваля «Артпром». Но также министерство же совместно с Министерством образования и науки проводит профориентационные экскурсии именно для студентов и школьников. И на самом деле дети интересуются, я знаю, даже родственники наших сотрудников именно, дети именно тоже работали в летний период на заводах. Сейчас, вы знаете, даже дети некоторых директоров производственных крупных предприятий, и они работают, потому что люди понимают, что дети должны на самом деле с детства заниматься трудом, ну,
Да, можно быть там, блогером, можно еще что-то на самом деле, но в любом случае можно познавать разные сферы именно деятельности. И это развивает однозначно детей тоже. Тоже еще один момент про экскурсии. Даяна, вас хотела спросить. Они проводятся в рамках проекта или нет? Вот это хочется понять. И, если... и потом, о чем экскурсии? Они проводятся на регулярной основе. Мы с Министерством образования и науки согласуем эти экскурсии, согласуем также с предприятиями, создаются приказы, и мы выезжаем на предприятия. Детям рассказывают в целом о работе предприятия и непосредственно погружают их. То есть чтобы дети расширяли свой кругозор и знали, что у нас есть такие или иные предприятия, чтобы они знали, что у нас есть машиностроение, у нас есть еще деревообрабатывающее производство и так далее, текстильное, например, есть. Чтобы они знали, что многое что создается руками своими, и непосредственно на территории нашей республики. И как это интересно на самом деле. Ну, вы их информируете. Прямо сейчас задумалась, а если бы я была еще, ну, если бы я училась в этом направлении, как бы я узнала? То есть вы сами говорите им или если кто-то хочет принять участие? У нас есть некоторые школы, которые сами просят говорить. Они говорят нам, вы нас предупреждайте, мы с удовольствием будем посещать все предприятия. Ну, точно так же техникумы, да, именно активно включаются в эту работу. Наталья Владимировна, и финальное, наверное, скажите, будут ли, ну, как мы поняли, уже будут, да, проводиться такие встречи? В целом, какие дальнейшие у вас планы? Куда нам с Геором надо будет прийти? Посмотреть, послушать. Однозначно вас пригласим на подобные именно встречи и хотим еще реализовывать некоторые именно проекты в этом направлении вместе с Министерством культуры, вместе с Министерством образования. Много проектов есть, о которых будем вас информировать. Все, значит, мы будем о них рассказывать, будем посещать. И вам огромное спасибо за вашу работу, за то, что вы к нам сегодня пришли, рассказали, поделились. Я думаю, еще не раз будем обсуждать и у нас в студии. Да и вообще. Спасибо. Вам спасибо. И удачи вам. Всего доброго. Геор, хоть времени у нас уже остается и не так много, но не могу промолчать. Госдума повысила МРОТ. В 2026 году он будет составлять 27 093 рубля. Сейчас он находится на уровне 22 440 рублей. Тогда я вдогонку скажу, что доллар упал до 78 рублей, и самое время сейчас закупать новогодние подарки. Ой, Георгий, нет, если честно, я еще не готова к этой атмосфере. А вот доллару спасибо. И, кстати, еще спасибо нашим коллегам, которые завтра будут ждать вас в эфире программы «Ерештагл». Авчахаты ама артен минуту, мемкуштен хашкан зашты ахшак фарштатл комкома эфира. Губаты люда ама кулаты юрий уамен калма кашсышты кашутил. Махта фембол заштам курифашта. А в 21:00 коллеги из информационного отдела продолжат эфир телеканала с сводкой самых актуальных новостей. Ну и, как всегда, оставайтесь с нами и до новых встреч.